Део Нексия с разбитым лобовым стеклом и спущенными колесами, стоящая наполовину на газоне, наполовину на проезжей части на улице Братская, привлекла внимание сотрудников полиции. Машина стояла с включенной аварийной сигнализацией. Ни рядом, ни внутри никого не было. Но вскоре стражи порядка заподозрили, что в автомобиле ехали двое нетрезвых молодых людей, которые проходили мимо. Вопросы полицейских они воспринимали в штыки. Продолжение истории в репортаже Айрата Назипова. Телеканал «Новый век». Вы все это записываете, да? Лобовое стекло разбито, два колеса спущены, работает аварийная сигнализация, внутри никого. Автомобиль, скорее всего, брошен в спешке после того, как вылетел с дороги на газон, чем припаркован таким странным образом. Но вскоре рядом с иномаркой стали прогуливаться двое парней. У обоих явные признаки алкогольного опьянения. Сопоставив эти два факта, стражи порядка предположили, что в машине были именно эти молодые люди. И когда у них попытались проверить документы и узнать, имеют ли они отношение к этому автомобилю, столкнулись с весьма вызывающей реакцией. Короче, мы идем со своим товарищем помимо этой улицы, да? Нас взяли, захватили и все положили, начали отбивать. Из-за неповиновения законным требованиям сотрудников полиции обоих решили задержать. Однако парни пытались всячески препятствовать такому повороту событий. Они делали многократные замечания в адрес полицейских, кричали, пытались вырваться из патрульного автомобиля, затем просили позвать понятых и вкратце рассказали свою версию произошедшего. Вот машина за это разбита. Вы к ней отношение имеете или нет? Меня били, я не знаю, там машины иметь не, они меня били, получается. У одного из задержанных были при себе документы, однако бумаг, что именно он владеет разбитой машиной, не было. При этом собственник автомобиля совсем другой человек. Он, по предварительным данным, находится в Алькеевском районе. Фактически доказать в этом случае, что кто-то из парней управлял машиной, полицейские, скорее всего, не смогут. Нет ни свидетелей, ни записей с камер наблюдения. Заявлений о ДТП нет, об угоне тоже. В этом случае автоинспекторы даже не могут эвакуировать машину. Собственник находится в Алькеевском районе. Сейчас машина так и будет находиться в таком положении до тех пор, пока ее не заберет водитель. Скорее всего, теперь обоим задержанным грозит административная ответственность за неповиновение сотрудникам полиции.